Это завод по производству резиновой обуви. С самого начала работы основным партнером является Россия. Именно оттуда завозится сырьевая база для изготовления обуви. К слову, готовая продукция отправляется не только на рынок Кыргызстана, но и в регионы России. Настроены, налажены контакты с Россией, то есть мы туда тоже сейчас потихоньку стараемся вывозить. Вот. Ну, как вы знаете, в России конкуренция большая, там больше 300 производителей. Тоже потихоньку тоже выходим на этот рынок. То есть мы всегда работаем на качество, мы всегда приобретаем только хорошее сырье. Успешная реализация подобного сотрудничества напрямую влияет на стабильный рост экономики. Кыргызстан придает важное значение дальнейшему укреплению и наращиванию стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией. Поэтому важно развивать сотрудничество по всем направлениям. Прежде всего, необходимо улучшить товарооборот. В прошлом году было снижение показателей из-за пандемии. Российская Федерация является одной из основных торговых партнеров Кыргызской Республики и занимает, в общем-то, в товарообороте первое место. Итогом январь-май 2021 года товарооборот Кыргызской Республики с Российской Федерацией составил 867,2 миллионов долларов и в сравнении с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 26,4%. Из них экспорт составил 154,7 миллионов долларов и таким образом увеличился на 51,9%, а импорт составил 712,5 миллионов долларов. В основном экспортируется с Кыргызской Республики в Российскую Федерацию. Это такие товары, как легкая текстильная промышленность, туда входит одежда, обувь, прочие текстильные изделия, хлопок, волокно, овощи, фрукты, орехи разные, молочная продукция, изделия из кожи, ломы, отходы черных цветных металлов. Импортируется из Российской Федерации в Кыргызскую Республику. В основном это топливо-энергетические ресурсы. Российская сторона – одна из первых, кто оказал помощь Кыргызстану в борьбе с коронавирусом. Поставляла в Кыргызстан средства индивидуальной защиты, ПЦР-тесты, лекарства и медоборудование. Это стало возможным благодаря договоренности между странами. Большие перспективы отмечаются в культурно-гуманитарном сотрудничестве. Сегодня сотни студентов получают образование в российских вузах. Также в Кыргызстане успешно работают совместные университеты, ежегодно выпускающие тысячи специалистов. Кроме того, постоянно проводятся культурные мероприятия. У нас с Минкультурой России совместный план по развитию сотрудничества, и мы всегда поддерживаем развитие режиссуры, кино, театра. Это идет еще со времен Советского Союза. Сейчас мы также поддерживаем наши таланты и реализуем проекты по обмену опытом. Есть и другие совместные проекты. Как известно, прошлый год был объявлен перекрестным годом Кыргызстана и России. В его рамках должны были состояться более 220 мероприятий. Однако из-за пандемии все это пришлось отменить или же проводить в онлайн-формате. Поэтому все ключевые мероприятия будут проводиться уже в этом году. Надежда Усова, Бекджан Туктусунов, Ала-То 24.